При всем при этом в стране есть территория абсолютного произвола, беспредела и беззакония. Это, естественно, Кавказ. Ингушетия. С апреля месяца сидят участники так называемых, значит, митингов. Старики, молодые сидят, их прессуют, реально. Их не в чем обвинять, потому что они не нападали ни на каких росгвардейцев, там не было никаких насильственных действий вообще. Они просто собрали митинг против, значит, пересмотра границ. И вот они сидят в СИЗО, их возят на допросы. Можете Калоя Хильгова расспросить, он постоянный гость «Эхо Москвы», и Калой прекрасно расскажет. Да, ведущий, он является адвокатом одной из групп. И это вот, на мой взгляд, абсолютное беззаконие, абсолютное нарушение закона. Слушайте, или, допустим, возьмем тоже еще, пройдемся по Кавказу. Абдулмумин Гаджиев, журналист газеты «Черновик». Черновику мстят за то, что Черновик рассказал правду о деле убийства братьев Гасан Гусейновых в селении Гор-Хиндах. Угу. Дело, о котором, в частности, я, когда был членом СПЧ, перед Путиным тоже, значит, озвучивал это дело. Было такое. Мы это поднимали на самый высокий уровень. Нечего предъявить Абдулмумину. Он его сидит? Держат и держат. Уже несколько раз поменялось следствие. Уже экспертизы признали, что никакой экстремизма нету. Все равно. И никто в Москве, кроме некоторых людей, не откроет рот, чтобы заступиться за них. Белая кость и черная кость, как это называется? А я это называю просто политтехнологией. Я же вижу, как это все организовывается, и знаю людей, которые за этим стоят, и как они думают, понимаете? А думают эти люди очень цинично и изворотливо. Думают там, на Кавказе? Нет, или думают здесь. в Москве? На Кавказе никто не думает. На Кавказе кости ломают и убивают людей, ломают судьбы. И на Кавказе, мы понимаем, есть люди первого сорта и второго сорта. Естественно, было чудовищным убийством этого руководителя Центра по противодействию экстремизму Ингушетии. Очень быстро нашли убийц. Братьев, да. А вот извините, год назад убили Ибрагима Белхароева. Никто даже не почесался искать его убийц. А ведь напрямую связывают, что вот этих, ЦПшников убили в отместку за убийство Ибрагима Белхароева. Но что-то мы не слышали, что по делу об убийстве Ибрагима Белхароева кто-то был арестован, допрошен, там проводилось какое-то следствие проводилось. К тогдашнему главе Ингушетии? Это вопрос к тому... Нет, это вопрос к тому, что есть люди первого сорта и второго сорта. Одни, когда дело касается людей в погонах, то, естественно, следствие проводится очень быстро и оперативно, а вторые люди, журналисты или просто граждане,